находясь на территории России, полноправный, честный, порядочный гражданин России, ничего не совершивший, ни у кого ничего не укравший, ни слова худого никому не сказавший, он не имеет права вернуться в свой собственный дом, а жить где-то, потому что он просто ингуш. Из-за того, что проповедуется такая идея о невозможности совместного проживания двух народов, вот так вот люди мучаются. Вот, эти лозунги о невозможности совместного проживания исходят от людей-преступников, которые вот в тех кровавых событиях заморали и запятнали себя не только там бесчестными поступками, но и кровью. И они опасаются кровной мести. И в том числе и кровной мести, а главное, как он будет жить рядом с семьей погибшего ингуша, которые вернутся и обратятся к этому своему соседу или досельчанину и спросят у него, значит, обращаясь к нему, как же ты что-то делал? Вот, как он? Конечно, он не сможет жить, он не сможет жить. Если они вкладывают это понятие о невозможности совместного проживания, что он преступник, убийца, грабитель, не может жить с ингушом, которого он убивал и грабил, то это понятно. Мы, наверное, понимаем и тех жителей Осетии, которые сейчас заняли целые дома ингушей, захватили и живут там, и которые тоже заявляют о невозможности совместного проживания. Конечно, он живет-то в доме ингуша, он же не будет с ним жить вместе. Конечно, он говорит, я не могу жить с ингушом.